Доброе утро, республика! Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тантосова. Всем хорошего утреннего светлого настроения. Не забывайте собираться всей семьей, потому что у нас рубрики абсолютно для всей семьи на разные тематики. Поделимся последними новостями, интересными событиями, сделаем утреннюю зарядку. Поговорим о этикете при пользовании, скажем так, общественным транспортом в виде такси. Это тоже очень важно. Поговорим с самыми удивительными гостями. Ну и прямо сейчас у нас отличная новость. Да, мы каждое утро начинаем с того, что предлагаем вам подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». QR-код вы сейчас видите на своих экранах. Ну а сегодня тот день, когда мы не только выкладываем там интересные новости и сюжеты, но а также сегодня мы подарим 2 билета, вот эти замечательные, на оперу «Иоланта». Итак, внимание, вопрос. Кстати, вопрос будет озвучен только в прямом эфире, соответственно, в телеграм-канале он продублирован не будет. Просто поэтому там будет будьте пост. очень внимательны, потому что под постом вы даете правильные полные ответы. В конце эфира мы объявим, кто же станет обладателем замечательных билетов на прекрасную оперу, о которой, кстати, вчера мы говорили. Да. Итак, вопрос звучит следующим образом. Есть ли отрицательный персонаж в опере «Иоланта»? Есть ли отрицательный персонаж в опере «Иоланта»? Ваши ответы мы принимаем в течение эфира, ну а в конце объявим победителя, которому достанется эти 2 билета. Напоминаем, что QR-код вы видите на экране. Если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал, сканируйте, переходите, подписывайтесь и ждите, когда можно будет, получается, ответить и дать полный правильный ответ, чтобы стать обладателем замечательных билетов и узнать, что вы будете делать. Ну а сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. Не менее важная информация. Итак, в центральных районах сегодня минус 39, минус 36, в заречной группе 42, 34 ниже нуля. В южных 35-27 градусов холода, в Вилюйской группе минус 40, минус 34, в Нижнеленских 39-31 со знаком минус, в западных 38-30 ниже нуля. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 51, минус 27, в Янских 39-25 со знаком минус. На северо-западе 28-21 градус холода. В Якутске температура в 6 часов утра составила минус 37 градусов. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер переменный от 1 до 3 метров в секунду. Температура в столице днем минус 31, минус 33 градуса. Вот такая у нас сегодня погода. Но, кстати, я вспомнил буквально, вчера мы говорили, что в Тикси теплее, да, чем в Якутске. Сегодня там минус 26, но вчера там был такой сильный ветер, 40 метров в секунду достигали порывы. Так что не завидуйте, если думаете, что где-то теплее, там могут быть абсолютно другие проблемы. Мы желаем, да, жителям Булынского района держаться, ну и надеемся, что ветер утихнет. Я надеюсь, что сегодня уже утих. Ну а сейчас давайте узнаем, какие новости произошли к этому часу. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В Госдуме анонсировали широкое применение электронных повесток. Этим новшеством военкоматы будут активно пользоваться в весенний призыв, рассказал председатель комитета по обороне Андрей Картополов. Он также добавил, что до весеннего призыва Госдума рассмотрит поправки в закон о призыве на срочную службу. Сегодня правительство страны поддержало эту инициативу. Если ее узаконят, то решение о призыве в армию будет действовать в течение 1 года. Срочников также освободят от повторных медосмотров и сразу будут направлять в войска в следующую призывную кампанию. В России появился первый реестр народных целителей. Его запустил Минздрав Башкортостана. Пока в нем числится лишь 7 человек, которые получили от ведомства официальные разрешения на работу. Среди указанных в перечне специалистов – травники, костоправы и специалисты этнических практик. Впрочем, подобный список могут создать и на федеральном уровне. В Госдуме считают, что это поможет бороться с шарлатанством и псевдоцелителями. При этом эксперты, опрошенные, напоминают, что подобные практики не имеют научного обоснования. В России начали массово аннулировать регистрацию автомобилей в ГАИ. Причина требования – таможни к владельцам машин, везенных по параллельному импорту. Федеральная антимонопольная служба рассылает шоферам уведомления с просьбой доплатить в казну утильсбор до 400 тысяч рублей. Отмечается, что стоимость ввезенных в Россию иномарок занижали продавцы, которые хотели сэкономить на растаможке. При обнаружении несоответствий таможенная служба передает данные в государственную базу. Она подключена к госавтоинспекции и блокирует документы на машину. Автоэксперты говорят, что меньше всего это касается
касается россиян, которые контролировали процесс поставки и оформления автомобиля и кому транспорт везли под заказ. Заболеваемость ОРВИ в стране за неделю выросла почти на 13%. Показатель заболеваемости ковидом за аналогичный период снизился на 14,8%. Кроме того, в 35 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей. В Роспотребнадзоре отметили, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии. Продолжается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа с преобладанием в структуре вирусов гриппа А. В поселке Беркакит прошло открытое первенство по боксу среди всех возрастных групп памяти заслуженного тренера республики Сергея Кожемякина. В соревнованиях приняло участие 170 боксеров из Якутии и Амурской области. Организаторы и судьи соревнований – это те спортсмены, которые тренировались под руководством Сергея Кожемякина и в свое время показывали яркие бои, красивые победы и завоевывали звание мастеров спорта. Сегодня некоторые из них продолжают дело своего наставника и уже сами готовят юных победителей. В спортивном комплексе «Локомотив» поселка Беркакит в течение 4 дней множество болельщиков смогли увидеть жаркие поединки и поздравить сильнейших спортсменов с заслуженной победой. Наш турнир уже становится традиционным, проводим его уже 3-й раз. С каждым годом он все растет и растет, привлекаем больше и больше команд. Ребята бьются очень хорошо, показывают хорошую подготовку, хорошие бои. Как есть и начинающие боксеры, кто-то пришел первый год на тренировки. Показывают хорошие бои, растем. На следующий год, думаю, ребят будет еще больше. Как всегда, самые последние новости. Ну вот, знаешь, чем хотела поинтересоваться сегодня? Ты на чем добирался на работу? Ну, я для себя сделал такое правило. Если теплее, чем минус 30, то я езжу на велосипеде. Но сегодня ниже минус 30, да, как мы знаем, уже минус 37 в городе Якутске было утром. Поэтому я выбрал автомобиль. Ну, согласись, что путешествуешь чаще на автомобиле все-таки. Ну, конечно. Ну, тогда, как и я, являешься обладателем, конечно, ценителем железных коней, без которых современный мегаполис представить просто невозможно. И сегодня есть повод подарить им немного больше внимания, ведь 29 января 1886 года считается днем рождения автомобиля. Именно в этот день инженер Карл Фридрих Бенц подал в патентное бюро заявку на свою самодвижущуюся повозку. Это первая в истории автомобилей повозка с бензиновым приводом, имела мощность 0,8 лошадиных сил и двигалась со скоростью 18 км в час. Первые автомобили стали производиться в последние десятилетия 19 столетия. Как-то медленно, конечно, она двигалась, но наверняка быстрее повозки. Но наверняка медленнее велосипеда. Ну, в общем, ты бы с ней посоревновался. Да. Но какие еще значимые даты и события сегодня, узнаем прямо сейчас. На календаре 29 января, Новый год по лунному календарю. По народному календарю Петр – полукорм. В этот день было принято оценивать, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если сена и соломы насчитывали меньше половины того, что было запасено на зиму, начинали экономить. Существовали и приметы на погоду. Если в этот день ветер дует с северной стороны, быть морозу. В то же время мороз в Петров день – предвестник летней жары. Этот день в истории. В 1616 году открыт мыс Горн, крайняя южная точка архипелага Огненная земля. В 1833 году организована первая в России городская почтовая сеть. В 1856 году учреждена высшая военная награда Великобритании «Крест Виктории». 1886 год – день рождения автомобиля. Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль. В 1908 году учрежден первый российский аэроклуб. В 1964 году открылись 9-е зимние Олимпийские игры в Инсбруке, Австрия. В 1964 году санный спорт. На Олимпийских играх впервые состоялись соревнования по санному спорту. В этот день родились в 1688 году Эммануил Сведенборг, шведский ученый, философ и теолог. В 1843 году родился Уильям МакКинли, 25-й президент США с 1897 по 1901 года, американский государственный деятель. В 1860 году родился Антон Чехов, русский писатель и драматург. В 1866 году Ромен Ролан, французский писатель, нобелевский лауреат. В
В 1888 году родился Александр Чайнов, советский экономист, социолог, социальный антрополог. В 1954 году Опра Уинфри, американская телеведущая, общественный деятель, актриса и продюсер. В 1970 году родился Дмитрий Маликов, советский и российский композитор, певец, продюсер, народный артист России. Именины сегодня отмечают Иван, Максим, Неонила, Петр. Но мы продолжаем экскурс в историю, приносимся в Якутию и переходим от железных коней к нашим любимым якутским. В Якутии с древних времен лошади приносили пользу человеку во многих видах его деятельности. И сегодня история в кадрах расскажет вам о якутских лошадях и знаменитом коневоде, бригадире Телейской оленеводческой бригады Мугудайского отделения совхоза имени Карла Маркса Чурапчинского района Якутской ССР Михаиле Семеновиче Толстоухове. Здравствуйте, меня зовут Егор Пеньков. Я ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Традиционно многих туристов в Якутию манит суровый климат, якутские пейзажи, удивительные растения и животные, которых больше не встретить ни в одном уголке мира. Здесь же обитает и якутская лошадь, уникальное творение природы, о котором мы сегодня вам расскажем. Сегодня Якутия занимает первое место в стране по поголовью лошадей. Якутская лошадь – удивительное животное, которое постоянно находится под открытым небом на подножном корму. Даже суровой зимой, как сейчас, добывая себе пропитание способом тебеневки. На этих кадрах восточно-сибирской студии кинохроники 1980 года мы видим совещание коневодов Мугудайского отделения совхоза имени Карла Маркса Чурапчинского района Якутской АССР. Люди собрались в знак уважения к Михаилу Семеновичу Толстоухову, знатному табунщику Якутии, награжденному государственной премией. Табунщик. Кому, как не Михаилу Семеновичу, знать все трудности этой профессии? Морозы, скудность кормовой базы, неусыпная забота о молодняке. И все-таки из года в год растет поголовье лошадей в совхозе. В отдаленных районах Якутии без лошади не обойтись. Опытный труд таких коневодов, как Толстоухов, высоко ценится. И таких, как он в республике, немало. В этом доме табунщика к лошади особое отношение, будь то конский волос в рукоделии жены или хитрый ход конем сына Сени. Семья у Толстоуховых многодетная, и все в отца, упорные, трудолюбивые, с малых лет гордо и уверенно сидящие в седле. Якутская лошадь, джигэгэй, это символ свободы, силы и выносливости. Вспомним экстремальные путешествия известного коневода Дугуйдана Винокурова дорогами великих предков, которые доказали уникальность породы якутской лошади, так же, как и наши кадры. Наш центр регулярно пополняет свои фонды и на постоянной основе ищет редкие кино-видеоматериалы, ведь почти в каждой семье есть неоцифрованные видео и кинопленки, среди которых можно найти уникальные кадры. Такие материалы мы с радостью принимаем в наш фонд и придаем статус аудиовизуального документа. Призываем и вас скорее их оцифровать в нашем центре и вместе создавать историческую летопись Якутии. Это была рубрика «История в кадрах. Путешествие по времени». Но мир не стоит на месте, и самой большой ценностью сейчас являются знания, новые навыки. Наши специалисты тоже стремятся быть среди лучших и первых. С 13 января наши коллеги из службы телесериалов обучились в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения. Как это было, нам сегодня расскажет наш гость, сценарист службы телесериалов НВК «Саха» Катерина Григорьева КРМС-Сиджигай. Доброе утро. Доброе утро. Ну, начнем давайте с курсов. Что это были за курсы? Ну, наверняка было очень интересно. Да, курсы назывались «Мастерская телесериала от идеи до воплощения на экране». И они продолжались где-то 2 недели. Вот в январе прям буквально мы съездили. А что вот, на ваш взгляд, дают такие курсы профессионалам, для чего нужно учиться и чем больше запомнились занятия?
Ну, это, наверное, такой очень редкий случай, когда вся наша служба, практически 10 человек, выехали одновременно на учебу. Это, конечно же, очень ценно. Одно дело, когда один-два человека выезжают и получают там знания, навыки, да, и, как правило, это воплощать на месте иногда бывает сложно, тем более в такой командной работе, как телевидение, и тем более как съемки сериала, да, с производства сериалов. И поэтому мы съездили и операторы, и звукорежиссеры, и режиссеры, и продюсеры, и мы, сценаристы, на эти курсы в Государственном институте кино и телевидения, который подготовил очень много специалистов, в том числе и для нашего якутского кинематографа, и для нашего телевидения. Поэтому было очень интересно. И я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить наше руководство, нашего руководителя Олега Олеговича Маркова за такую редкую предоставленную возможность. А что больше запомнилось? Был какой-то запоминающийся момент? Надо сказать, что курсы были очень интенсивные и очень были эффективные. Мы все очень получили очень много полезной информации. Ну, конечно же, наверное, запомнится нам то, что мы были в павильонах легендарного Ленфильма, и также мы ездили на съемки телесериала настоящего, посмотрели, как работают наши коллеги. Там было очень много известных людей. Ну, допустим, главную роль исполнял Андрей Федорцов, небезызвестный Вася Рогов с улицы разбитых фонарей. Ну и, в общем, это было все очень интересно. И теория, и практика. Но для меня, например, были очень полезными занятия по кинодраматургии, которые провела Полина Степанова. Это очень известный специалист, доктор искусствоведения, заведующая кафедрой драматургии, кино и телевидения вот этого института. Мне кажется, здорово вообще, что вся команда выехала, Да. потому что получилась такая командная работа Да, и конечно. командное усвоение материала с разной точки зрения всех участников создания телесериалов. А чем, на ваш взгляд, отличаются наши якутские телесериалы? В чем их уникальность? Ну, наверное, уникальность такая же, как у якутского кинематографа. Наверное, еще один из секретов состоит в нашем зрителе. Потому что наш зритель очень преданный, очень искренний и очень переживающий. И мы это видим, слышим, читаем. И мы очень остро чувствуем обратную связь нашего зрителя, чем, наверное, другие, может быть, коллеги из другой сферы. Ну, то есть это вдохновляет, помогает создавать более уникальные образы и какие-то Да, конечно. сюжеты. Ну вот сейчас на НВК начался сериал по вашему сценарию «Вот Джулстан». Как шла работа над этим сериалом? Ну, вчера прошла вторая серия, и, судя по отзывам, сериал зашел зрителю. Надо сказать, что работа над этим сценарием шла очень долго, почти 5 лет. Я посмотрела свои вот эти файлы, да, в компьютере. Оказывается, первые сценарные разработки у меня уже были в 2019-2020 году, но сценарий созрел, и он, наверное, вышел в свое время. Он мог выйти раньше, конечно. Это мой самый первый сценарий, когда я только начинала свой путь в этой службе телесериалов. Но волею случая, судеб, он вышел вторым. После первый был «Хирургия», который прошел тоже в начале нашего сезона телевизионного. Ну, вот хочется спросить еще, как рождаются идеи? Ну, то есть, понятно, вот фильм как-то вроде емко, да, один сюжет, все, а сериал же это такое развитие событий, там в каждой серии что-то происходит, появляются какие-то герои, перипетии судьбы главного героя. Как вам удается это все воплотить, придумать и прожить вместе с главными героями? Ну, вопрос, наверное, такой непростой, потому что идеи рождаются очень по-разному. Если «Хирургия» был какой-то, может быть, своеобразный социальный заказ из-за того, что там была пандемия, в общем, престиж медиков, престиж профессии врача, и поэтому, этот сценарий родился как-то очень быстро, может быть, да. А «Вот Джулстан» я всегда думала, да, почему у нас так мало экранизации на экране, особенно в кино в нашем, да. Ну, это, конечно, сложно. И я взяла произведение «Вот Джулстан» Валентины Гавриловой, это якутская писательница, это довольно известная повесть, которая появилась в 70-е годы. Она была издана еще и переведена на русский язык,
и была издана в издательстве «Молодая гвардия», что по тем советским временам было очень почетно, очень престижно и как бы было не таким частым явлением в нашей литературе. Валентина Гаврилева — это якутская писательница, выпускница литературного института имени Максима Горького. Очень такая знаковая фигура в советской литературе. И произведение, это судьба мальчика, маленького мальчика Нику и его мамы. Он хочет спасти свою маму от недуга, и вот вокруг вот этого идет развитие, да. Другое дело, что произведение не такое большое, объемное, это повесть, даже в печатном виде она занимает не очень много места, да, в ее книге. И поэтому мы получили от нее разрешение, и я ввела новых героев, ввела новые линии сюжетные. То есть вас вдохновило это произведение, чтобы создать уже нечто Да. объемное. Но специфика сериала, конечно, совсем другая, чем в кино. И в том числе об этом мы тоже узнавали на наших курсах. И это было очень интересно. Я думаю, что вообще за телесериалами очень большое будущее. Потому что, мне кажется, что аудитория у телевизионного сериала у нас в Якутии гораздо, может быть, шире, чем у кино, да, потому что, может быть, кинотеатры и кинозалы есть не во всех улусах, не во всех наших населенных пунктах, а телевизор есть в каждой семье, в каждом доме. Но и другое дело, что нужно расширять производство. В Питере очень поражались, когда узнавали, что у нас на съемочной площадке работает 5 человек. Это немного, по их меркам, да? Это вообще мало. Они вообще не верили, говорили, как 5 человек могут делать там 20-серийный сериал. Там, например, вот на том сериале, на котором мы были, там было 45 человек. Вот. В 7 раз больше. Я как раз хотел задать вопрос. Мы как-то снимали, по-моему, испытанно на себе про съемку телесериалов наших, да, мы выезжали с командой. И я был просто в шоке. То есть у режиссера такой листочек, и там огромное количество сцен, и они же не снимаются не обязательно в таком порядке. Нет. То есть тут сняли все, следующее, может быть, там... И вот это все в голове держать, мне кажется, это очень сложно, то есть, в том числе. Поэтому у нас команда очень слаженная, очень мобильная, очень высокопрофессиональная, как мы убедились, да, потому что, например, у одного продюсера там функции, не знаю, 5, наверное, работников, которые есть вот на тех больших площадках. И у режиссера нашего, и операторы наши работают все время в экстремальных условиях. Например, этот вот «Джилстан» сняли за 1,5 месяца в Татинском улусе. Потрясающе. Это 20 серий, да, понимаете, такой объем огромный, без выходных, без проходных. Благодаря нашему режиссеру Елене Эверстовой, которая вот осенью этого года получила ТЭФИ регион за кинофильм «Хатче», который тоже был снят по следам известного сериала. Спасибо большое за подробный рассказ. Я уверена, что все заинтересовались, непременно посмотрят сериал, потому что уже будет взгляд такой, как люди создали такую потрясающую вещь. Ну и предыстория тоже. Да, спасибо большое. Ну а сейчас давайте представим, что вы снимаете свой сериал под названием «Идеальный день». С чего должна начинаться каждая серия? Ну, конечно, с утренней зарядки. Поэтому включаем телевизор погромче, представляем себя главным героем и приступаем к исполнению главной роли. Доброе утро! Сегодня у нас будет небольшой комплекс на растяжку связок ног. Она нам нужна для того, чтобы мы меньше испытывали тяжесть после долгого рабочего дня. Данный комплекс подойдет как и детям, так и взрослым. Исходное положение. Мы уходим с вами вниз. Помним, что мы обхватили колено и с круглой спиной ушли в нижнюю точку. Далее прижимаем правое бедро к животу и с этой точки уводим ее в левую сторону. Левой рукой дожимаем бедро правой ноги, а голова уходит у нас в правую сторону, плечо прижимаем к полу. Удерживаем такое положение от 15 до 20-30 секунд. Вы почувствуете приятное растяжение в области бедра и небольшое скручивание в области верхней части кора. 3, 2, 1. Далее переводим бедро в
центр, и у нас будет с вами смена. Левое бедро переводим в правую сторону. Голова уходит в левую сторону, плечо левое прижимается к коврику, и рука правая прожимает бедро левое в нижнюю точку. Далее прижимаем бедра к животу. С этого положения вытягиваем ножки вверх. Стопа натянута, колено натянуто, и мы будем проводить поглаживающее движение от икроножной до ягодицы и в обратную сторону, разгоняя кровь. Три, два, один. Берем себя за голеностоп. И сейчас пружинистыми движениями притягиваем бедро к животу. 3, 2, 1. Колено сохраняем прямым. Сейчас прижимаем бедро глубже и удерживаем это положение от 10 до 20 секунд. Вы, возможно, почувствуете натяжение и неприятное поддергивание. Когда вы почувствуете поддергивание, слегка натяните больше колена. Хорошо. Вернулись в исходное положение. И с этого положения коленочки сгибаем и с круглой спиной, обхватив либо правое, либо левое колено, уходим в верхнюю точку. Вытягиваем ножки прямо перед собой, стопа натянута и животом идем к бедру, обхватив стопу. Пружинистыми движениями уходим глубже в нижнюю точку. Сохраняем спину прямой. 3, 2, 1. И уходим в самую нижнюю точку для вас. Удерживаем это положение в течение 10-15 секунд. Закрываем глаза, дышим. Возвращаемся аккуратно в верхнюю точку с прямой спиной, вытягиваемся и уходим в положение бабочка. Пятки ближе к паховым мышцам. Раскрываем бедро и пружиним. Спину сохраняем максимально прямой. 3, 2, 1. И сейчас переводим руки за спину, раскрываем грудной отдел и максимально раскрываем внутреннюю поверхность бедра и удерживаем в самом нижнем положении. Взгляд прямо перед собой, дышим. И с этого положения аккуратно собираем ножки. Выходим в верхнюю точку, группируемся, расслабляем мышцы спины. Остаемся в этом положении некоторое время. И растем позвонок за позвонком в верхнюю точку. Последний приходит голова. Три раза мы делаем движение назад плечами. Ножки шире. И делаем вдох-выдох. Вдох и выдох. И снова вдох и выдох. И у нас будет третий благодарственный вдох, выдох. Собрали ножки и похвалили себя за проделанную работу. Всем хорошего дня! Скорость жизни становится все быстрее, и неотъемлемой частью утра стали не только спортивные упражнения, которые дарят энергию на весь день, но и комфортные и быстрые сервисы и услуги, которые помогают добраться до рабочего места. Да, услуги такси стали частью нашей повседневной жизни, а чтобы поездки проходили приятно и не портили настроение, необходимо не забывать про правила этикета.
Доброе утро, дорогие телезрители! Это правила этикета, и сегодня мы поговорим о том, как себя правильно вести в такси. Все мы пользуемся этим видом транспорта, зачастую с помощью приложений делаем заказ, но забываем основные правила. Итак, во-первых, нужно помнить о том, что мы должны правильно указать место посадки. То есть, когда указываем адрес, несколько раз перепроверяем, желательно указать подъезд. Ну а если вы едете из административного здания, то где вас забрать, с какого входа. Это упростит задачу водителя, вас быстро найти, ну и в наших погодных условиях позволит не мерзнуть на улице. Ну, так, машину мы заказали, место мы указали, павильон НВК «Саха», добавили, что именно с этой стороны сквера. Теперь ждем, когда он подъедет, и расскажем, как правильно себя вести в машине. Так, наша машина подъехала, присаживайтесь. Так, мы сели в машину, как и в любых других случаях. Здороваемся. Доброе утро. Доброе утро. Какое лучше место занять? По правилам этикета лучше занимать место по диагонали от водителя на сиденьях сзади, потому что это удобно, позволяет иметь обзор, а также обращаться к водителю, если необходимо что-то уточнить. Не забываем предупредить, если место вашей посадки было оговорено, допустим, в приложении, то где вас высадить, водитель не знает. Это можно уточнить сразу при посадке. Если вы едете не одни, то сначала места в машине занимают дети, женщины, то есть, да, открываются дверцы, всех усаживаем, обязательно пристегиваемся. Я вот немножко пренебрегла правилами, но это для удобства кадра. Вообще нужно обязательно пристегнуться, конечно, и потом садятся мужчины. Выходим в обратном порядке. Как себя вести в машине? Ну, во-первых, конечно, чистота салона зависит от водителя, но и сохранение зависит от нас. Поэтому в салон такси не садимся с напитками, с едой. Ни в коем случае все это не пьем и не кушаем. Далее, если у нас есть замечания по музыкальному сопровождению, по скорости езды, в уважительном тоне, обращаемся к водителю, говорим: извините, пожалуйста, можно сделать потише, или не могли бы вы ехать чуть медленнее в связи с особенностями переживательной системы. Например, я очень боюсь быстрой езды. Да, то есть все очень культурно, осторожно. Замечания по выбору маршрута водителю не делаются. Что касается правил переговора по телефону, если вы их ведете, то вести их нужно в умеренном темпе, тоне, если это очень необходимо. В противном случае лучше от разговоров внутри салона автомашины воздержаться, если для этого нет специальных условий. Это основные правила поведения в такси. Ну и самое главное, помните, что ваш комфорт зависит в том числе и от ваших усилий по отношению к окружающим. Если вы будете их уважать, то шансов на конфликты будет намного меньше. Спасибо! Ну все, поблагодарили водителя за прекрасную поездку. Все было очень безопасно, очень спокойно, правда, она была недолгой, но это правило для любых, даже продолжительных путешествий. Ну, проехались мы, правда, отлично, и в зимних условиях такие правила вам, правда, помогут, поэтому следите за нашей рубрикой, она выходит каждую среду. Но самое главное, в потоке будних дней не забывайте про такие простые правила, которые позволят вам находиться в гармонии с окружающим миром. Но тот же быстрый темп жизни порой не позволяет нам найти время для изучения чего-то нового. Ну а мы спешим к вам на помощь и представляем рубрику, в которой можно изучить основы якутского языка. Үтө күнүнен күндүк көрәтчілер. Добрый день, дорогие зрители. Үтө күнүнен, Данил. Сегодня мы поговорим о семье. Данил, кто есть в твоей семье? Перечисли, пожалуйста. У меня есть мама, папа, сестра и кошка Муся. Замечательно. Мама на якутском языке будет ие. Ие. Папа – это ага. Ага. Старшая сестра – это эджи. Эджи. А семья у нас будет джекерген. Джекерген. Из двух слов состоит семья у нас на якутском языке. Еще раз повтори. Джекерген. Джекерген. Дже – это дом, а керген – это семейство. Мгм. То есть получается семейство, которое живет в доме. Мгм. Молодец. А теперь используем эти слова в предложениях. Я говорю предложение на якутском языке, а ты переводишь на русский язык. Бу мин эджиим. Это моя сестра. Молодец. Агам ата нюргун. Мой папа
зовут Нилгун. Еще разочек. Мой папа зовут Нилгун. Моего папу зовут Нюргон. Правильно. Мгм. И последнее предложение. Мин иебин таптыбын. Что я сказала? Мою маму я люблю. Конечно, конечно же ты любишь свою маму. Молодец. Сегодня мы выучили слова на тему «семья». На самом деле изучать якутский язык не так сложно, как представляют некоторые. В следующий раз будет еще интереснее. Кэрсия Хадери. Ходи. Мне кажется, важно изучать что-то новое, тем более родной язык. Ну а молодежное правительство республики готовит мероприятие ко Дню всероссийской науки, целью которой является формирование интереса у школьников к науке, исследовательским методам и научному познанию, освещение актуальных научных достижений и их влияния на повседневную жизнь. Побуждение школьников задуматься о своей будущей профессии в области науки, технологий, инженерии, государственной службы, правительства Республики Саха-Якутия и многом другом. Сегодня у нас в гостях руководитель Департамента образования и науки молодежного правительства Республики Саха-Якутия Екатерина Нестерова. Екатерина Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Чему будут обучаться дети? Это самый актуальный вопрос. Вот что очень много назвали, такая научная деятельность, такой научный подход. А правда, чему они будут учиться? У нас мероприятие будет проходить 8 февраля 2025 года. Мы не зря выбрали именно эту дату, потому что с 1999 года указом президента Российской Федерации была назначена дата именно Российского дня науки. Дети у нас во время мероприятия у нас будут проводиться интерактивные лекции, мастер-классы и другие многие интересные мероприятия. Мы, как члены молодежного правительства, я, как от себя младший научный сотрудник Академии наук Республики Саха-Якутия, мы заинтересованы в интеллектуальном развитии, в научно-исследовательском развитии нашего подрастающего поколения. Ну, то есть получается, чтобы это были прям будущие ученые. Но мы также знаем, что кроме теоретических занятий будут и практические занятия. Можете поподробнее об этом рассказать? Да, всего у нас будут задействованы 6 лекторов. Все лекторы являются членами молодежного правительства Республики Саха-Якутия и являются молодыми учеными и ведущими специалистами нашей республики. Если более конкретнее, у нас будут участвовать председатель Ассоциации молодых педагогов Республики Саха-Якутия, председатель Государственной кадровой службы Республики Саха-Якутия при правительстве. Также у нас будут мастер-классы от артиста хора филармонии, от ведущего специалиста казначейства, Министерства финансов. То есть мы постарались охватить тематику лекций интересными именно для подрастающего поколения, то есть школьников. То есть мы провели опрос и выявили, что больше всего заинтересованы в лекциях именно по финансовой грамотности, по исследованиям арктических территорий, как от школьника стать студентом, а потом аспирантом. То есть постарались именно охватить такие интересные, значимые темы. Ну, то есть и заодно выявить, чем же интересуется наша молодежь. А еще будут интересные мастер-классы. Кто их будет вести, какое будет направление, кто может, какие возрастные группы поучаствовать? Да, изначально у нас мероприятие планировалось именно для молодежи, это от 14 до 35 лет, но целевая аудитория, в которой мы более заинтересованы, это старшеклассники. Это та категория именно детей, подрастающего поколения, которые должны определиться, пытаются определиться в своей будущей профессии. Да. Наше мероприятие также несет профориентационный характер, но также основная цель — мы побуждаем любовь к науке, к знаниям, к исследованиям. Ну, то есть в любой области научной деятельности. Да. Скажите, а какие современные методы по развитию интереса детей к науке вообще существуют? В настоящее время, если смотреть именно на нашу республику, у нас проводятся различные мастер-классы, научно-практические конференции, а также у нас активно проводятся лекции различного уровня и масштаба. И
у нас ведется активная работа именно по популяризации, по внедрению и повышению престижа именно науки. Ну, то есть мы демонстрируем профессионалов, которые уже чего-то достигли, и говорим, что это вот замечательная мотивация для того, чтобы построить свое будущее. Да. Ну, а что детям дают такие вот мероприятия, как вы считаете? То есть они, ну, понятно, получают знания, знакомятся с новыми людьми, а в дальнейшем как они могут использовать это все? Дети благодаря таким мероприятиям повышают свой интерес к научным исследованиям. И, конечно же, основное направление, которое мы пытаемся охватить, это профориентация. Чтобы могли спокойно определиться с выбором профессии, в нашем мероприятии будут задействованы не только молодые ученые, но также ведущие специалисты правительства Республики Саха-Якутия. То есть мы своим примером хотим показать и рассказать о профессиях, о нашей деятельности. То есть лекционные мероприятия, мастер-классы направлены именно на это. Ну, то есть знакомство. Да. Ну и в целом, когда, еще можно напомнить, да, когда и где что будет происходить, и куда можно будет оставить заявку? Да, заявки мы начинаем принимать с 1 февраля. Мероприятие будет проходить 8 февраля 2025 года на базе детского технопарка «Кванториум». Это в Дворце детского творчества по улице Кирова, 20 с 15:00. И хотели бы выразить благодарность руководству Детского дворца творчества за поддержку нашего мероприятия. А вообще, да, а вообще в целом, вот какие планы дальнейшие вот после данного мероприятия? Что еще будет планироваться, ну, в течение года, например? У нас есть календарный план по мероприятиям, да, конечно, безусловно, это популяризация науки. Я, как научный сотрудник Академии наук Республики Саха-Якутия, непосредственно заинтересована в том, чтобы наше подрастающее поколение было заинтересовано и развивалось именно в исследовательской деятельности, в научном познании, чтобы наше подрастающее поколение имело интерес к научной области. Спасибо большое за подробный рассказ, очень интересно. Желаем, чтобы мероприятие прошло успешно, ну и как можно больше было молодых ученых, у которых горят глаза и которые, правда, хотят заниматься наукой. Спасибо большое. Ну а сейчас, дорогие друзья, подошло время передать слово нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В Госдуме захотели увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах. Поправки готовят в Думском комитете по строительству и ЖКХ. Предполагается, что за несоблюдение санитарных требований жилых помещений россиян будут штрафовать до 25 тысяч рублей, а юридические лица до 500 000. Также депутаты предлагают ужесточить ответственность за самовольную перепланировку. Сейчас за антисанитарию в квартирах граждан штрафуют до 1500 рублей. В Госдуме считают, что такое наказание не мотивирует соблюдать правила. Калейдоскоп детства. Именно под таким названием в Якутске состоялась праздничная программа награждения юных талантов и детских коллективов. Среди награжденных победителей и призеры интеллектуальных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. Помимо этого развернулась выставка, на которой представили уникальные находки со времен Великой Отечественной войны, кубки и медали лучших юношеских организаций. А также специалисты провели мастер-классы по оказанию первой помощи и изготовлению различных изделий, в том числе традиционной одежды. Мероприятие посвятили закрытию года детства и передаче эстафеты году защитника Родины в Якутии. Я очень рада этой награде. Было немного неожиданно ее получить на самом деле. Музыкой я занимаюсь долго. Получается, с 1 класса я занималась на разных инструментах. Там фортепиано, скрипка. Потом уже с 3 класса я перешла на домбру. Пришла в оркестр народных инструментов. Очень много где участвовала. У нас были конкурсы «Розовая чайка». Мы летали в город Санкт-Петербург на большой конкурс. В Нерюнгри подвели итоги конкурса дворов. Городской конкурс на лучшее праздничное оформление дворовой территории объявили в конце года. И в преддверии новогодних каникул комиссия начала осмотр дворов участников. Участие приняли организации всех форм собственности, управляющие организации, ТСЖ, Советы многоквартирных домов. Конкурс направлен на улучшение благоустройства дворовых территорий и создание праздничного образа Нерюнгри. По итогам осмотра определили 3 призеров, которые получили сертификаты на 50, 30 и 20 тысяч рублей.
Практически все управляющие компании города приняли участие в нашем замечательном конкурсе. Вы в этом году видели, что у нас возле домов появились красочные украшения, елки, гирлянды и так далее. Управляющие компании ТСЖ делали это от души. И мы все-таки этот душевный порыв решили поддержать, наградили сегодня их подарками, призами. Я думаю, что сегодня это такая хорошая практика. Этот конкурс мы будем поддерживать, наш город украшать, тем более такой большой. Прикоснуться к сказкам, былинам и эпосу венкийского народа смогли мирнинцы на выставке декоративно-прикладного творчества «От истоков к настоящему». 6 мастериц из села Сюльдюкар представили свои работы в зале картинной галереи имени Степановой. На стендах украшения из бисера, ковры из оленей шерсти, а также фотопортреты и сюльдюкарские пейзажи. Познакомиться с истоками венкийской культуры любой желающий может до 10 февраля в здании детской школы искусств. В связи с тем, что 2025 год и юбилейный для Мирнинского района, решение для картинной галереи начать выставочный год с выставки садынского и венкийского национального наследия села Сюльдюкар было очевидным. Ведь садынский наслед называется в народе колыбелью эвенков. Они являются практически единственным коренным населением в Мирнинском районе. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Ну а продолжить мы хотим очень серьезной темой. На протяжении всей истории человечества активно борется с инфекциями, но и в наши дни четверть заболеваний в мире обусловлена именно ими. Ликвидация одной инфекции сопровождается появлением новой. И зачастую ослабленный организм просто не успевает адаптироваться к все новым атакам. Ну, поэтому лучший способ борьбы – это профилактика. А как ее проводить, узнаем в нашей постоянной рубрике. Доброе утро! В профилактике инфекционных заболеваний можно также выделить 3 направления. Это первичное, вторичное и третичное. К первичной профилактике можно отнести следующие мероприятия. Это соблюдение правил личной и общественной гигиены, закаливание, предупредительный и текущий санитарный надзор, пропаганда знаний об инфекционных заболеваниях и способах их профилактики, профилактические прививки относятся к первичной профилактике и также здоровый образ жизни. Вторичная профилактика – это раннее выявление заболевших и контроль за лицами, бывшими в контакте с больными, следовательно, знание признаков болезни, режимно-ограничительные мероприятия, карантин, обсервация, изоляция больных. К мероприятиям третичной профилактики следует отнести своевременное, адекватное и эффективное лечение, диспансеризация реконвалесцентов – это выздоровевшие. При появлении признаков инфекционного заболевания следует вызвать врача, а не пытаться идти к врачу в поликлинику, поскольку инфекционное заболевание заразно для окружающих. По этой же причине нельзя идти на работу, детей вести в детский сад или школу с признаками начинающегося или развивающегося заболевания. Подробнее сегодня расскажу о профилактике паразитарных заболеваний. В первую очередь необходимо соблюдать правила личной гигиены. Это касается мытья рук перед приемом пищи, после каждого похода в туалет, после посещения общественных мест и после контакта с животными. Все продукты питания должны проходить соответствующую обработку. Фрукты и овощи, зелень, ягоды нужно промывать под проточной водой и по мере необходимости замачивать в дезрастворах. Например, это содовый раствор, который также снижает и количество нитратов в продуктах. Мясо и рыба должны быть обработаны термически. Воду следует обязательно кипятить. Если в доме есть домашние животные, то им необходимо проводить профилактические антипаразитарные курсы. Туалет и место приема пищи питомца должны содержаться в чистоте. Следует мыть руки после каждого контакта с животными. В помещении должна проводиться регулярная влажная уборка. Во время работы с землей руки должны быть в перчатках, а после тщательно помыть руки с мылом. Будьте здоровы! Но
теперь владеете информацией, как себя защитить, и я уверена, что будете здоровы. Ну, вообще информация — это наше все, но когда успеть почитать? Вот в Чурапчинском районе стартовал необычный проект «Читающий автобус». Идея проекта заключается в раздаче пассажирам книг и журналов, чтобы они могли скоротать время в пути вместо привычных гаджетов. Так, пассажирам рейсового автобуса, направляющегося по маршруту Хатылы-Чурапча с протяженностью 10 километров, каждый день будут предложены на выбор книги и журналы из библиотеки. Данная инициатива принадлежит работникам архива библиотеки имени Егора Борисова. В дальнейшем работники библиотеки планируют расширить данный проект и внедрить во все рейсовые автобусы Улуса. Ну, ты в пути вот что читаешь, например, в самолете? Ну, я на самом деле Читаете? сначала план эвакуации смотрю. Если есть какой-то журнал, я его читаю, да. Но бывает так, что такие они уже как бы... Вот я последнее время старалась именно в самолет, ну, у нас достаточно продолжительные же перелеты в центральной России, да, я старалась брать настоящие книги, то есть именно бумажные книги, потому что до такой степени в повседневной жизни, ну, как бы с телефона еще что-то полистать, почитать ты успеваешь, а именно бумажную книгу пролистать времени нет. Ну и вообще среди сумок еще и книжку таскать с собой в течение дня тяжеловато. Поэтому вот именно в самолет беру. Ну, удалось тяжело, но в 2 полета прочитать целую книгу. Ну, тут видишь, самолет — это такое как бы достаточно длительная поездка, да? Ну, по крайней мере, допустим, до Москвы у нас сколько? 6 часов? Не, да? ну и в принципе в автобусе, который рейс следует из одного населенного пункта в другой, ну, конечно, книгу не прочтешь, но какой-то повесть можно. Да, особенно, ну, действительно, хотелось бы отметить, что хорошая инициатива, что за чтением вообще дорога пролетает незаметно. И интересный материал прочитал и до работы добрался. Ну, соответственно, сейчас, чтобы проехать на автобусе с Чурапчи до Нерингри, например, нужно будет затратить почти половину суток. Но благодаря нашему эфиру мы справимся с этим за несколько секунд и посмотрим репортаж про турнир по страйкболу. В Нерингри спортивное направление страйкбола продолжает набирать обороты. В первом турнире этого года приняли участие команды страйкбольного клуба «Импакт», Южно-Якутского технологического колледжа, а также спортсмены из города Тында. На сегодняшний день это самые масштабные соревнования. Задача каждого матча – заработать как можно больше количество очков. В принципе, это всегда используется во всех соревнованиях, во всех турнирах. В сегодняшних правилах идет следующий режим, то что игроки стартуют вслепую, то есть обычно мы видим саму разбежку, понимаем, кто куда передвигается, кто куда уйдет. В этот раз используется укрытие, и игроки не видят, кто куда передвигается. Очки начисляются за поражение соперника, захват флага и взвешивание флага, донос флага до базы соперника. Все команды показали интересную игру и желание победить. Получилось яркое и динамичное мероприятие, но главное, все получили удовольствие от соревнований. Все ребята достаточно серьезно играют, они как бы прошли достаточно большой курс тренировок, в отличие от нас. Мы как бы здесь, 3-й раз, получается, в Неринге конкретно. Но играют достойно, достаточно такие. Мы прям, соперничество есть, и мы ожидаем очень динамичные и хорошие игры. По итогам соревнований лучшими стали игроки команды Dark Forest, показав слаженные действия и, как следствие, лучший результат. Спортсмены уже с нетерпением ждут следующих соревнований. Они пройдут в формате 1 на 1 в конце марта. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерингри. Вы не успели отметить Новый год, у вас есть еще возможность, потому что по восточному календарю сегодня начинается празднование Нового года. Так называемый фестиваль весны является аналогом нашего с вами Нового года и отмечается каждый раз в разные даты согласно лунному календарю. В этом году праздник начинается 29 января и будет длиться до 16 февраля. Но как готовится и как отмечает восточный Новый год китайцы, живущие в Якутии? Наша съемочная группа накануне побывала в гостях у студентов, обучающихся в Якутске. На календаре 29 января, и это означает, что до Нового года остались считанные часы. Нет, вы не ослышались, ведь в Китае сейчас прощаются с уходящим годом и вовсю готовятся к встрече нового. У праздника нет фиксированной даты, его отмечают согласно лунному календарю. 妈，新年快乐！我在雅库斯克，然后就是在这边想你。
Лудзе – студент Северо-Восточного федерального университета. Он приехал в Якутию, чтобы получить профессию экономиста. В этом году он впервые встречает праздник вдали от близких. Праздник весны является одним из самых важных традиционных праздников в Китае. Он широко известен как китайский Новый год. Обычно приходится на первый день первого месяца по лунному календарю. Он знаменует начало года, имеет высокое значение – прощание со старым и приветствие нового. С приближением праздника ощущается особая атмосфера. Многие заняты уборкой, по традиции облачаются в красное, готовят главное новогоднее угощение – цяодзи. И хоть и на вид это знакомые нам русские пельмени, цяодзи все же имеют особую технологию приготовления. В канун праздника все улицы украшают красными фонариками. Повсюду вешают символы наступающего Нового года. На двери вешают бумажные квадратики с иероглифом «Счастье», а также растяжки с пожеланиями. Но, как и везде, главной традицией всегда остается воссоединение всех членов семьи за новогодним столом. Как и в России, Новый год в Китае считается семейным праздником. Это повод собрать несколько поколений за одним столом, подвести итоги, запланировать цели на будущий год. Несмотря на огромное расстояние, ребята не только чтят родные традиции, но и приобщают своих друзей из холодной Якутии. Надежда Кузнецова, Нюргун Старостин, Якутск. Ну, есть повод еще раз всех поздравить с Новым годом. Да, мы поздравляем нашу победительницу викторины Юлия Чирикова. Мы с вами свяжемся и, конечно же, вручим эти 2 замечательных билета. Ну а с вами мы прощаемся. До завтра. Хорошего дня.